Фасад будынка прыцягвае увагу из далёкіх ракурсаў. Яркае і моднае афармленне зусім новы падыход да аздаблення гарадскіх будынкаў. Адметна, упакоўка цалкам адпавядае зместу. 36-й яслі-садок не пазнаць. Першую экскурсію маленькие гаспадары праводзяць для высоких гостей. Что новое у вас появилось? Новая площадка и новый садик. А вы радуетесь этому? Да. Ждали, что будет новый садик, что будет новые игрушки, новая веранда, двор новый. Стары застаўся толькі адрес, бо новое тут літаральна ўсё. Веранды, дворовые арэлі, архітэктурныя кампазіцыі, дабудаваны корпус. У ім размесцяцца 4 групы дашкалят. Умяшчальнасць навучальнай установы прырасла на 80 месцаў. Прасторная актовая зала, харчблок, новое и напаўненне груп. Как ни крути, а где-то нам все равно приходилось брать детей сверх нормы. Это, конечно же, неудобно. Неудобно воспитателям, потому что детей больше, программа та же, и каждому ребенку нужно уделить внимание индивидуально. Неудобно, конечно же, было и родителям, потому что тоже всем хотелось, чтобы чем меньше детей, тем кажется, что лучше досмотр. Рад весь наш район, наши сотрудники, потому что для детей созданы шикарные условия пребывания. В Ленинском районе, по крайней мере, я знаю все 33 сада нашего Ленинского района, дошкольные учреждения по комплектации своей сейчас, на данном этапе, конечно же, одно из лучших. Будаўніцтва ажыццяўлялі па індывідуальным праекце. Распрацоўкай і ўвасабленнем займалася Палесе Жылбуд. Задача стаяла складаная – узвесці новую частку будынка, працягнуўшы ідэю старой, закладзенай у 70-е. Прымянялі сучасныя тэхналогіі і методыкі вытворчасці, справіліся за 3 месяцы, не спыняючы выхаваўчага працэсу. Пакуль дзеці былі на канікулах, рабілі рамонт у старых памяшканнях. Самая большая награда для строителей – это то эмоциональное состояние, та радость на ваших лицах. Это самое дорогое, что может быть для строителя в оценке их труда. Реконструкция навучальной установы абышлася городскому бюджету у сумму эквивалентную 1 миллиону евро. Это танней, чым пабудаваць новый садок амаль у 5 разоў. И оптимальный вариант для решения проблемы у шчыльных микрорайонах. Я уже сейчас дал поручение продумать точечно, где мы можем бюджетные средства вложить в аналогичную тему, использовать этот опыт и получить результаты. И, скорее всего, детский садик номер 22 ждет такая же участь. А мы сейчас активно по Бресту хотим расширять тему дневного пребывания детей. То есть это не полноценный детский садик вот с таким законченным циклом, как это, да? Это возможность родителей, особенно тех, которые занимаются бизнесом, отдать детей на определенное количество времени. У ближайшие 2 гады вялікія будоўлі разгарнуцца ў зарэчным мікрараёне Брэста. Тут прадугледжана новае будаўніцтва. Дзіцячы садок на 350 месцаў, педагагічны комплекс на 470 і вялікая школа. Яны стануць падарункам жыхарам Брэста тысячагадовага. Ірына Нікіціна, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.